В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Учебу оценили положительно. Министерство обороны подвело итоги года. Древняя Диаскуриада. Международная научно-практическая конференция в Сухуми. Парковка будет платной. Городские депутаты приняли решение о создании парковочных мест вокруг центрального рынка. В военном ведомстве Абхазии подвели итоги учебного года 2015, доложили и о выполнении целевых и адресных программ. В целом работу оборонного ведомства страны министр Мираб Кишмари оценил положительно, но при этом резко раскритиковал руководителей слабых звеньев. О результатах и оценках деятельности Министерства обороны подробнее расскажет Нисфа Аршба. Заседание коллегии Минобороны Абхазии началось с минуты молчания в память о пилоте российского самолета, сбитого 24 ноября турецкими военными. Офицеры почтили память Олега Пешкова, расстрелянного с земли уже после того, как экипаж самолета катапультировался, и морского пехотинца, погибшего при операции по спасению летчика. Глава военного ведомства страны рассказал о подписанном в конце прошлого месяца соглашении с Россией о создании объединенной группировки войск. По словам Мираба Кишмария, совместная группировка создается для того, чтобы наши страны могли взаимодействовать для пресечения диверсий и внешней угрозы. Министр обороны резко осудил высказывания отдельных политиков, которые предрекают абхазской армии множество бед и невзгод. Им ничего не надо. Им армия не надо, им МВД не надо, им СГБ не надо. Им надо криминал и анархия. Им не нужен президент. Им не нужен премьер. Что касается итогов года 2015-го, то вся запланированная работа в основном выполнена. Об этом главу ведомства проинформировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии Анатолий Хрулев. По его словам, в течение указанного времени проводились командно-штабные мобилизационные тренировки, в ходе которых отрабатывались вопросы перевода вооруженных сил с мирного на военное время путем последовательного введения высших степеней боевой готовности. Запланированные мероприятия в основном выполнены, достигнуты определенные результаты. Я не оговорился, целенаправленно сказал, в основном выполнены. В соответствии с планом подготовки были проведены командно-штабные тренировки с авиационной группой, с артиллерийской группой. Глава военного ведомства страны заострил внимание на работе военных комиссариатов по организации призыва на военную службу. Мираб Кишмария поручил начальнику генерального штаба лично контролировать этот вопрос. А так сказать, что мы вообще слабые, ни к чему не готовы, такого я и говорить не собираюсь, потому что идет работа, идет служба, идет боевая подготовка, идет, другие вопросы, которые поднимаются перед генеральным штабом, выполняются. Министр обороны отметил, что вопросам боевой подготовки войск и впредь будет уделяться особое внимание. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в рамках расследуемого уголовного дела в отношении должностных лиц Управления паспортно-визовой службы и паспортно-визового отдела по Галскому району МВД Республики Абхазия возбуждены новые уголовные дела по фактам незаконной выдачи паспорта гражданина Абхазии жителям Галского района, являющимся гражданами Республики Грузия. Должностными лицами МВД Абхазии, уполномоченными выдавать паспорт гражданина Республики Абхазия в период времени с 2009 по 2013 годы выдавались национальные паспорта в нарушение статьи 6 Закона о гражданстве Республики Абхазия. Учитывая, что по делам, находящимся в производстве Генеральной прокуратуры, подлежат привлечению в качестве обвиняемого одни и те же должностные лица, все уголовные дела соединены в одно производство. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ближайшее время всем фигурантам уголовного дела будут предъявлены соответствующие обвинения, объявлено об окончании расследования и предъявлены материалы дела для ознакомления. Бронзовый бюст героя Абхазии Мушни-Хварцке выставлен сегодня в Республиканском доме детского творчества «Айнар». Бюст, отлитый несколько месяцев назад в Ростове-на-Дону, принадлежит Гудаутскому государственному музею Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. А в столице он на несколько дней станет экспонатом Абхазского государственного музея. Говорят, камень не может ожить, но великие мастера испокон веков доказывали обратное.
В их чутких руках рождаются настоящие шедевры. Смотришь на них и кажется, вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы. Именно таким предстает перед нами, поражающий своей реалистичностью, бюст Мушни Хварцкия. Его друзья и родные все в один голос говорят, он словно живой и среди нас. Увидев этот бюст, я был шокирован, настолько он похож на Мушни. И этот бюст настолько вобрал в себе его характер, его мысли. Он как живой Мушни показывает нам путь, по которому нам надо идти. Еще в 1988 году молодая выпускница Сухумского художественного училища, скульптор Асида Богателия, свою дипломную работу решила посвятить уже тогда известному археологу Мушни Хварцке. Где-то месяца 2 мы работали по часам, буквально там 2-3 часа в день. Бывало там утром подбежит, когда у него свободное время, бывало там после работы забегал. Работа эта была в гипсе, как я сказала. И все время нас беспокоило, что тем более после того, как его уже не стало, нас очень беспокоило, что она осталась в гипсе, и это материал недолговечный, хрупкий. И хотелось, чтобы как-то его можно было отлить в чем-то более твердом. Наступил 1992 год. Началась война. Мушни Хварцкий без колебаний, с оружием в руках, встал на защиту Родины. Слова Мушни о вере в свой народ и в победу, наверное, знает и помнит каждый. Я более чем уверен, что чем больше нас давить будет, тем больше этот дух будет возрождаться, тем больше будут просыпаться гены, тем больше будем мы познавать друг друга, помогать друг другу. И я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. Уже после войны слепок бюста Мушни Хварцкия был найден в одном из разрушенных зданий Сухума. Это такая история очень интересная, связанная с окончанием войны. Как только мы вошли в город, я решил в первый же день пойти на свой заповедник, Сухумская крепость, с директором которой я был, и там увидел Мушни бюст. Я опешил. Он стоял и смотрел на меня в центральной комнате, дверь открываешь, заходишь, я не понял, думаю, странно, была военная прокуратура, что он там делал. Конечно, я его взял, потом я отдал в музей, до меня дошло, кто автор этой работы. Долгие 20 лет слепок находился в его первозданном виде, и совсем недавно появилась идея создания бюста. Когда сегодня, буквально 3-4 часа назад, совершенно случайно я оказалась у Натальи Миловановой и услышала, что отлили и буквально несколько дней назад привезли бюст Мушни Хварцкия, мы тут же позвонили Баталу Гумба, директору Гудаутского музея, и попросили его привезти бюст, хотя бы просто нам показать. И Батал согласился. И то, что в выставочном зале сегодня здесь стоит, и все смогли увидеть бюст Мушни Хварцкия, это, конечно, заслуга Батала, заслуга Гудаутского музея. Бюст принадлежит Гудаутскому государственному музею Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. В Сухуме он пробудет до 9 декабря в Государственном музее. Сарес Мурастамур Гожба, Абхазское телевидение. Древняя Диаскуриада – международная научно-практическая конференция, посвященная историческому обоснованию времени образования Сухума, прошла сегодня в столице. История города насчитывает около 2500 лет. Это подтверждают различные исследования. Свои доклады в области истории и археологии представили ученые из Абхазии, России и Германии. Репортаж Налы Мукба. Диаскурия, Севастополь – название современного Сухума, города с богатой историей, где каждый метр земли представляет собой археологическую ценность. Неизведанные памятники археологии, которые могли бы пролить свет на факты прошлого, здесь до сих пор на каждом шагу. Археологические находки, которые периодически обнаруживаются в результате раскопок, свидетельствуют о богатом историко-культурном наследии Сухума. В окрестностях города и по сей день ведутся раскопки. Кроме того, на территориях, где планируется стройка, вначале проводится обязательная археологическая экспертиза. Немало исследований истории Диаскурии уже проведено учеными, но масштабная конференция с участием ученых из разных стран в Абхазии проводится впервые. Цель ее – определение точного времени основания города. Надеюсь, что эта конференция даст некий импульс для того, чтобы мы могли по-новому взглянуть на ту частицу культурного наследия, которая находится
в центре, в столице, в самом многолюдном месте. И, на мой взгляд, это уникальнейший памятник, многослойный, многомерный. Глава администрации Сухума Адгур Харази, выступая на конференции, отметил, что определение Дня города столицы несет в себе важную миссию. Определение Дня города, оно несет с собой и воспитательную, и историческую миссию. И, конечно же, мы хотим через это развивать сам город с тем, чтобы здесь количество туристов увеличилось, расширять его инфраструктуру. В конференции также приняли участие российские ученые и представители некоторых западных стран. Так, Суджата Чандрасикаран приехала из Германии с докладом о роли диаскурии в древнегреческом мире. С 2006 года она периодически приезжает в Абхазию и участвует в различных экспедициях. Сегодня я хочу представить новый материал. Это же не мой материал, я просто недавно нашла. Такой, который, в общем, указывает на присутствие выходцев из Кавказа, в том числе из Абхазии, в древнегреческом мире. Просто дополняем информацию и смотрим на все с точки зрения кавказцев. Труды по истории и археологии Абхазии представляют интерес не только для науки нашей страны, но и для мировой археологии. Диаскурия, являясь в древности крупным торговым портом греческой, а затем и византийской колонии, хранит в себе много неизвестных фактов. Находки крайне важные, крайне ценные, потому что горная часть Абхазии оставалась очень мало изученной. И очень важны эти находки и для установления динамики связи между Северным Кавказом и Западным Закавказьем, и для изучения контактов между цивилизациями той же самой Греции, цивилизациями Востока и Кавказом, и для изучения контактов между Кавказом и степным миром, скифской культурой, например, и другими культурами. Результаты археологических исследований и позволили определить время образования нынешнего Сухума – 2500 лет назад. Именно тогда греческие купцы облюбовали место на берегу Черного моря, чтобы основать здесь свою колонию. Что касается празднования Дня города, эту дату должны определить в ближайшее время власти столицы. Нала Мукпа Беслан-Джинджолия, Абхазское телевидение. С 1 января парковка на прилегающих улицах Центрального рынка станет платной. Стоимость одного парковочного места составит 30 рублей. Льготная категория граждан, ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии. Такое решение приняли депутаты городского собрания на сегодняшнем заседании, на котором обсудили ряд других вопросов. Подробности в репортаже Асиды Малия. Новые парковки будут располагаться на прилегающих к центральному рынку улицах. В общей сложности будет организовано 6 парковочных зон с 77 парковочными местами. Депутаты городского собрания внесли изменения в проект в плане тарифа. Предлагаемые 40 рублей они сократили на 10 рублей. Вместе с тем решили, представители льготной категории граждан парковку оплачивать не должны. Это касается инвалидов и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Постановление Кабинета министров, где сказано, что заниматься парковочными местами могут только муниципальные, унитарные, то есть от администрации города. Передавать в аренду, субаренду, передавать ООО, ЗАО – это запрещено. И администрация пошла по такому пути. Передала вот эти стоянки вокруг рынка, чтобы занимался уже этот именно центральный МУП, центральный рынок. При обсуждении предложения главы администрации у депутатов возникло ряд вопросов. К примеру, о компетенции парковщика. Несет ли он ответственность за сохранность припаркованной автомашины? Есть различия между понятием парковка и понятием стоянка. Стоянка по соответствующим ГОСТам, она требует определенного оснащения технического. То есть это соответствующие шлагбаумы, это средства слежения, это разметка и так далее. Сегодня там, где у нас парковочные места, у нас такой технической возможности нет. Также депутаты решили, что первые 15 минут с момента парковки автомашины на парковочной зоне должны быть бесплатны. Далее, независимо от часов нахождения автомобиля на этом месте, тариф 30 рублей остается неизменным. Как пояснили депутаты, парковочная зона будет платной до тех пор, пока не завершится рабочий день на центральном рынке. Вопрос о возможности увеличения штрафа за выпас скота в черте города вызвал бурную дискуссию. Ужесточение административного наказания владельцев скота – вынужденная мера, отмечалось на заседании. Вместе с тем, депутаты
депутаты уверены, штрафные санкции даже в размере 10 тысяч не помогут решить проблему. Следствием вторичного отлова одного и того же скота, возможно, станет изъятие крупного рогатого скота и отправка на убой. Распоряжение главы города, которое регламентирует наличие или отсутствие бродячего скота на улицах. Если человек нарушает данный подзаконный акт, то, в принципе, речь идет о том, что первый раз это предупреждение, а второй раз это изъятие и убой. При том, что вырученные деньги от убоя скота возвращаются владельцу за минусом тех накладных расходов, которые несет администрация. План действий для того, чтобы и предупредить население наше, о том, что нельзя выпускать скотину в город. И, во-первых, какие штрафные санкции будут при этом же следовать. На мой взгляд, он очень подходит нам, очень подходит тем людям, которые сегодня имеют скотину. И я думаю, что нам не стоит сегодня сейчас придумывать еще что-то, а давайте мы сперва посмотрим, как будет действовать данный план в размере штрафа в размере 10 тысяч рублей. Отловом и транспортировкой рогатого скота в черте города будет заниматься спецавтохозяйство. Группа депутатов выступила с инициативой отложить вынесение решения по данному предложению на неделю, поскольку проект следует доработать. Речь идет о том, что в черте города пасется не только рогатый скот, зачастую встречаются и другие домашние животные. Вместе с тем, депутаты считают, что административная ответственность должна быть установлена с учетом категории граждан. Стоит отметить, что рогатый скот на дорогах Сухума в первую очередь создает опасные ситуации. Из-за него происходят аварии на дорогах и зачастую с трагическими последствиями. Владельцы, выпускающие своих домашних животных за пределы приусадебного участка, крайне безответственны, уверены депутаты. Также депутаты удовлетворили обращение граждан о названии проездов улицы Эшерская. С 1 января они будут именоваться Эшерская, 3-й проезд и улица Эшерская, 4-й проезд. Асида Мали, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. По данным МЧС Абхазии, за первую неполную неделю декабря в республике произошли 5 пожаров, которые привели к гибели 2 человек. Основная причина возгорания – неисправная электропроводка. В частности, именно так произошло в городе Гал, в селе Челоа Чемчирского района, а в Гудаутском районе на Золотом берегу загорелись деревянные коттеджи одной из баз отдыха. Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам внимательнее следить за состоянием электроприборов и проводки в домах, особенно в часы максимальных нагрузок. В свою очередь, сотрудники МЧС во время поддомовых обходов инструктируют граждан на предмет профилактики возникновения пожаров и правилах поведения при их возникновении. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 67 рублей 67 копеек, евро 73 рубля 67 копеек. И о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем плюс 10-12 градусов. По Сухуму переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, днем плюс 11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.